Единственная женщина-таксидермист живет в Ленском районе. Это Людмила Сыпачева. Женщина считается специалистом, профессионалом своего дела. Она делает чучела зверей, создает чучела птиц. Людмила Валентиновна Сыпачева – женщина-охотник, рыбак, в недавнем прошлом таксидермист. Сегодня она пенсионерка, увлекающаяся разведением роз и полетами на параплане. Очень интересная и позитивная личность. Ее племянница рассказывает, что она очень любила с детства ходить в гости к тете. Она всегда рассказывала интересные жизненные истории. Да и до сих пор Татьяна старается как можно чаще навещать Людмилу. И даже вместе женщины ездят на рыбалку и охоту. Это моя родная тетя, чудесный человек, я бы сказала. Мы ее называем только Люда, потому что Люда с самого детства мы к Люде бежали. Она разносторонний такой у нас родственник. Она занимается рукоделием, она занималась коврами, учила нас бисером пользоваться. Мы видели, как выполнялись панно из оленьих шкур. Также наша любимая Люда – это не только чудо-человек, но и замечательная мама, замечательная жена. И я бы хотела сказать, что Людино увлечение – это все в гармонии с ней, с этим миром. Конечно, мы сначала были очень ошарашены, когда подросли, да, что наша тетя встает на лыжи и может уйти в тайгу одна. И по рассказам ее, как она боролась и с медведем, он ее настигал, встречи с различным зверем. Ну, сейчас мы к этому уже привыкли. Она молодец у нас, мы это воспринимаем как должное. Своим основным увлечением Людмила Валентиновна считает огород и цветы. Семья Сыпачевых много лет живет в собственном доме с большим земельным участком. Очень люблю цветы. Очень. У меня 38 сортов роз только уличных. Лилии, георгины сортовые большие, то есть цветы. И, естественно, с сыном, когда с мужем на трекле мы ездим на рыбалку. Вот это летом. А зимой, ой, мы же живем в своем доме, 3 печки. Только топить сколько надо. На охоту ходим осенью. Но у нас на той стороне реки. Поэтому пока не встанет речка, мы выйти не можем, конечно, пока ледостава не будет. Поэтому это зависит от того, как река встанет, тогда мы только выходим с той стороны. А потом к нам начинают идти заказчики, выделка шкур. Домой к охотнице как на экскурсию ходят друзья, знакомые, в этот раз и наша съемочная группа. У 63-летней Людмилы Сыпачевой хранится более 50 чучел животных. Зайцы, лисы, белки, совы – все сделано своими руками. Таксидермист – профессия Людмилы. Ей женщина посвятила большую часть своей жизни. Хотя с детства она мечтала совсем о другом. Родилась и выросла Людмила Валентиновна в городе Троицк Московской области. Женщина вспоминает, что тогда он был небольшим поселком деревенского типа. Где очень много было институтов. Мама у меня работала в институте магнетизма старшим научным сотрудником. Отец всю жизнь по северам. Вот то, что у нас здесь телевидение, вот это вот все проводил отец. Он был военным инженером, мы под началом его солдат, и вот эти вот все линии, по которым телевидение шло первое, вот он это и протягивал. На Ямале, здесь, в Конде работал. Ну и мы так к нему, и мы на Ямале 2 года жили, на Ямальском полуострове еще в 60-х годах. Вот. И потом вот он приехал сюда, здесь проводил, и я как раз школу закончила в 75-м году. И решила к нему сюда съездить в гости. Вот. Уже после школы как-то приехала. А у меня получилось, почему я год тут задержалась? Я после школы собиралась поступать в музыкальное училище имени Гнесиных. У меня были очень хорошие данные. Я как раз заканчивала и музыкальную школу у нас там в Академгородке, потом уже город Троицк. И в Москву меня даже определили. Это была школа знаменитая на улице Осипенко, недалеко от Кремлевских стен, центр Москвы. И туда меня принимали по экзамену. Туда большой был очень такой конкурс. Я прошла. Были данные у меня очень хорошие. Данные были хорошие, а вот лет для поступления героини нашего репортажа было маловато. В университет брали с 18. Год нужно было Людмиле как-то пережить. Родители на тот момент развелись. Девочка жила с мамой. Средств, которые зарабатывала мать, едва хватало на пропитание. Поэтому девушка вынуждена была устроиться на работу. Долго искала, никуда не брали. Говорили, слишком молода, да и опыта никакого. Все-таки после долгих поисков Людмила устроилась рабочим на стройку. Таскала бетон,
копала эти самые. Ну, что на стройках делают? Все, что, как говорится, а это же на улице снег, ветер, дождь. И я вот днем работала на стройке, а раз в 2 дня ездила в Москву, занималась вот как раз вот в этой музыкальной школе на улице Осипенко. А так как у нас от Академгородка до Москвы, куда я ездила там с 2 пересадками, то есть ну, чуть больше часа добираться автобусом, метро, потом еще там, значит, от метро бежать. Уставала сильно, занятия вечером. И, короче, через какое-то время мне стала преподаватель говорить: Людмила, а что, говорит, с тобой такое? Я октавы брала аж 4. У меня был хороший диапазон голоса, 4 октавы я брала. А тут стало вот, дохожу до верхних октав нот. Вот вплетается хрип в голос, и все, я его не могу убрать. Она: что у тебя такое? А я же не говорила, где я, что я. Ну, а потом, когда уже с голосом стало все хуже, я ей рассказала, она мне давай расспрашивать, что как. Я говорю: ну вот, работаю, все. Она аж за голову схватилась, говорит: что ж ты сделала? Говорит: у тебя нагрузка днем, ты на ветре, а вечером приходишь, говорит, даешь нагрузку на связки голосовые. Короче, получилось, я фактически свой голос погубила. Потеряв голос, а вместе с ним мечты стать певицей, Людмила решила переехать в Ленск, где жил ее отец с новой семьей. На новом месте устроилась на работу вулканизаторшей, познакомилась с будущим мужем и решила Людмила порочно связать свою жизнь с Ленским районом. В 1977-м свадьбу сыграли, и до сих пор. Вот уже 43 года, получается, 44-й год. Ну, так я здесь и осталась. И вот если честно сказать, потом, прокрутив свою жизнь, я поняла, что это, в общем-то, может и хорошо, что я не пошла в музыкальное. С переездом в Ленск жизнь Людмилы изменилась кардинально. Она стала романтичной, полной новых идей, возможностей, не побоюсь этого слова, свободы действий без ограничений. Сначала увлекалась героиней нашего репортажа мотоциклами, потом таксидермией, после пришла очередь охоты и рыбалки. Сегодня к этому списку прибавились еще полеты на параплане. А теперь расскажем обо всем по очереди и подробно. Людмила Валентиновна рассказала нашей съемочной группе, что заинтересовалась таксидермией еще в детстве. Мама девушки делала чучела, но занималась этим непрофессионально. Понимание, как сделать чучело, у Людмилы было. И когда появилась возможность здесь, в Ленске, войти в сообщество таксидермистов, она, не раздумывая, согласилась. Я устроилась в Госпромхоз, именно в таксидермический цех. Потом через 2 года мне дали направление, я ездила в Москву, и там в Дарвинском сперва музее проходила стажировку, потом еще в зоологическом. И уже оттуда приехала со справкой как профессиональный таксидермист. А почему другого не было, что вот я профессиональный? Потому что вообще-то во всем бывшем Советском Союзе, да и, насколько я подозреваю, сейчас, у нас вообще-то нет ни одного учебного заведения по таксидермии, по обучению чучелам. Все это шло... Ну, вот с любителей, с низов. Я книжку Заславского читала, вот там вот он описывал, какие способы есть, значит, вот таксидермии, делать чучела, все. Ну, а когда я там прошла вот эту вот стажировку, проучилась где-то месяц, и мне вот бумажку дали, я стала считаться как профессиональным уже таксидермистом, вернулась и сюда. Ну, а что? А вообще-то, чтобы делать чучела, ту же птицу, ту же белку, например, если это, их надо сохранять особым способом. То есть они не идут в шкурки, которые как охотник снимает и сдает на аукцион. То есть вот как мы сдаем приемщикам, там ведется совсем другая съемка шкуры. Она уже на изготовление чучела не годится. Уже 30 лет Людмила Сапачева занимается таксидермией. Много лет, как уже было сказано выше, женщина проработала в охотничьей организации. Она делала чучел и панно из шкур животных. А в 1996 году предприятие закрылось. Людмила приобрела себе охотничьи угодья и начала сама охотиться, чтобы и дальше оставаться в профессии. Я заготавливала на чучела, у меня же белка была, утки, я это все сама заготовку делала. То есть мне же надо было тушку правильным образом сохранить, вынести, потому что как охотники обдирают на сдачу шкурки, она на чучело не годится, там нужна своя обработка. Поэтому я тогда и взяла участок, и мы вот взяли напротив как раз города, как раз в это время там уже старый пожилой охотник охотился, он практически перестал, нам отдали его участок. Вот. А весной, как правило, вот 14 лет я летала на вертолете с бригадой рыбаков на озеро Нелики, это граница Сунтарского района. Ну а там я заготавливала уток, там всяких птичек, тоже вот так же на чучела. Так и началась у Людмилы жизнь охотника и ее частная деятельность. Женщина стала изготавливать чучел на заказ.
Вот мы этим продолжаем заниматься до сих пор. То есть вот я чучелами занималась, но вот сейчас руки стали побаливать, я уже от крупных стала отказываться, медвежьих, там это, потому что, ну, руки, да, надсадила. Шкурки выделываем, сейчас несу. То есть да, все это я делала, я и сахатины, и голову, но там очень тяжелая работа. Честно говоря, это мужская вот с такими, там надо и топором, и сверлоем, и пилой всем обладать, и очень большая нагрузка вот на кисти, на суставы идет. У меня, к сожалению, все это со временем, ну, столько лет заниматься, вышло из строя. Но, тем не менее, вот сейчас шкурки приносят муж, я его научила, потому что когда я в Москве проходила в этих музеях стажировку, у меня там вот в Дарвинском был Назимов, Константин, ну сейчас уже Николаевич, что ли, не помню точно отчество, он мне тогда и по выделке дал, научил, несколько дал этих, показал, как выделывать шкуры, все, вот я еще тогда там это освоила. Потом мужу показала, и вот он стал заниматься выделкой, я чучелами. Многие ленчане знают семью Супачевых. Они единственные, кто сегодня в районе занимается выделкой шкур. Ну, выделка как, это для себя вроде как хобби, ну и подработка, это понятно немножко, да. Это, да, выделываем, ну, всякое, что это. Сейчас, конечно, уже силы не те, потому что уже за 70, но все равно 71 год вот занимаемся, это самое. Недавно И совсем. маленьких выделываем шкурки, ну, крупные. Раньше занимались и медведями, выделывали, вот с Ну супругой. да, это Но сейчас раньше я. уже почти не делаем. Ну, мелких в основном делаем. Заключаем договора, вот, и сдаем пушнину. Благодаря сбыту пушнины и вырученным с нее средствам супругам Супачевым удается содержать и обслуживать специализированную технику. Просто стали вот этим зарабатывать. Вот так вот и до сих пор на этом и держимся. Потому что у нас техники много. Техника вообще содержать очень дорого. И поэтому, конечно, вот без этого бы, что вот мы подрабатываем, нам бы, конечно, это было бы не потянуть. Вот сейчас буксировщик сломался, они приехали, пихту привезли вот вчера, лопнула гусеница. Сняли гусеницу, а там уже проблемы с подшипниками, со звездочкой, с ходовкой, короче говоря. Вот сейчас вот муж занимается этим. Сейчас идти покупать, а это все очень дорого. У нас же вообще по технике все, и запчасти, это все очень дорого. Вот за счет только вот этого мы имеем возможность продолжать вести образ жизни, вот так ездить на охоту, на рыбалку, вот за счет того, что продолжаем работать. Буксировщик, 2 бурана у нас длиннобазовый, короткобазовый, это вот для зимних поездок. Трекл у нас, это мы вот весной, осенью, летом ездим. Ну, лодка, там у нас на Контайке одна лодка лежит, здесь вот лодка у нас, моторов, один маленький, там по речке есть один большой мотор. Техники навалом, вот хорошо, что у меня муж в этом разбирается, потому что, честно говоря, он не вылазит из этого. Работают на охоте супруги Супачевой всегда с обученными собаками. Они, признается Николай Александрович, никогда не подводили. Охота, по словам мужчины, хоть и увлечение, но очень опасная. В лесу без собаки никак. Она и глаза, и уши охотника. За 36 лет охоты у Супачевых была не одна собака. Многих после сезона в деле Людмила отдавала в добрые руки, так как в работе они подвели. Для охоты годится не каждый пес. Хорошую, настоящую охотничью собаку найти очень сложно. Они ценны. Таких собак берегут. Людмила Валентиновна признается, что сегодня у них с мужем самые лучшие собаки. Как правило, медведей редкая собака держит. Редкая. Это, как правило, кобели, очень агрессивные. И то в одного не каждый будет держать. Но чтобы самка, девочка, в одного держала медведя, это вообще редкость. Наша медвежатница. Дочка у нее получилась, в общем-то, в нее. Хоть и видом не в нее, больше в отца. Ну, такая же. Вот мы нынче с сыном были, вдвоем ездили на Контайку. И где-то часов, это было когда, в июле месяце в начале, часов 6. Как они обе с ревом поднялись, а они у нас за стенкой зимовья лежали, а там у нас на бугре вот так вот зимовье, вот так вниз идет и речка, и как раз изгиб, а тут, значит, это видно берег, и вот так пошел этот. Сын-то успел к окну, а я на дальних нарах лежала, я слышу, с таким ревом они подскочили, а сын-то сразу вскочил к окну, говорит, о, говорит, медведь. Оказывается, в тишине, пока это, 5 часов утра, 6, и он как шел по протоке, и, значит, сюда направился.
Они оба, как только они его услышали, тоже же спали. Вот они, значит, поднялись на него, сына говорит, о, говорит, Делька, говорит, по старости от него подальше. А ум как повисло у него, и так на нем и уехала в лес. И соболятники хорошие по Соболю работают, все. Нас спрашивают, но я говорю, вы знаете, нам уже не получится, потому что ей уже 10 лет будет в феврале. Она уже практически все. И она очень мало приносила щенков, всего вот 3 потомства, и то первый у него 1 всего щенок был, и вот 2 потом все, и, наверное, больше уже и не будет, поэтому хорошая собака на вес золота. Год от года, признаются супруги, охотничий сезон получается по объему добычи разный. Бывает пусто, а бывает и густо. Ну, был как-то сезон один, да, Соболь шел валом, и шел он как-то весь вдоль берега, мы 80 штук взяли. У нас участок маленький. Вот. Есть кто охотятся большие участки, там и по 100 и больше брали. А так, бывало и 8-9 соболей. Не потому, что мы не могли поймать, следов даже нет. То есть он где-то пошел другим. У него места проходов меняются год от года. И как он пойдет, где он пойдет, какое его количество, никогда невозможно предугадать. Единственный показатель, если хороший урожай ягоды, черника, голубица, шишка. Где шишка, там мышь. А это его основная еда соболя. Вот если вот этот урожай есть мыша, ну так мы его называем, мыша, вот тогда соболь будет. Сдают добычу Супачева по налаженным каналам. На каждый год дается определенный план, который охотники должны выполнить. Спускается план, даются лицензии, по плану сдаешь все. А вот кто не вошел, те сами закупают лицензии, и уже они имеют право сдавать кому хотят. Ну, даже здесь закупают. Охотник всегда на самой нижней планке стоит. Как всегда было. Тот, кто именно и делает, он всегда меньше всех получает. Остальные все вот посредники, перекупщики, и там на аукционе самые большие. А нам платят от 2000 до рублей. Ну, до 5 от силы. Да, вот такая вот стоимость. Я же говорю, охотник всегда получает самые минимальные. Это так все везде, во всех этих. Людмила признается, что не гонится добыть трофей. Азарта перевыполнить план по сдаче тоже у нее нет. Рассказывает, что по духу настоящий охотник – это ее муж. Ему эти желания свойственны. А она просто очень любит природу. И охота – лишь повод побыть наедине с ней. У меня как таковая вот именно вот добыть зверя нет. Мне нужен повод находиться на природе. Но вот если вы не занимаетесь этим, не надо поехать капканы проверить, да? Не надо месяц находиться на той стороне, пока река не встанет. Если у нас нету участка, нету какого-то цели, почему мы там находимся, ну чего вы там будете в лесу сидеть делать, правильно? Вы же не поедете просто так. Ну можно выехать, посидеть у костра час, два, три и вернуться домой. А там вы месяцами находиться не будете. Так вот из-за этого. А охота это уже как получилось, как приложение, потому что это вот для чего мы едем в лес. Я люблю природу, я хочу на природе ходить по путику, идешь, солнце, снег, красота, природа. Вот это вот удовлетворение приносит. А так... Собственно говоря, вот это для меня лично больше цель. Для многих охотников я знаю, что, конечно, это именно добыча. Ну и мы, естественно, добываем, потому что вообще это дорогое удовольствие. Добывать Людмиле приходилось различных зверей. За 36 лет охоты было даже 9 медведей. Но с ними, признается Людмила, она бы не хотела больше встречаться. Шкура одного из добытых медведей, как еще одно напоминание и как трофей, лежит на полу в холле дома Сапачевых. За долгие годы, что Людмила занимается таксидермией, она сделала более сотни чучел. Большую часть, конечно, продала. Очень много работ Людмилы находится в Краеведческом музее. Там отведен целый уголок по чучела зверей, обитателей тайги, сделанных руками нашей героини. Это росомаха, соболь, знаменитый наш бургузинский соболь, норка, тоже который завезли в наш Ленский район 61 год назад. Медвежата, не все, правда, выполнены руками Людмилы Валентиновны, но вот этот вот медвежонок выполнен ей. Также волк со скалом, которого дети пугаются, но он всегда привлекает внимание. Кабарга, заяц, лиса. И, конечно же, еще очень интересный экспонат в нашем зале. Это фламинго, который залетел к нам в Ленский район в 1997 году. К сожалению, прожив всего лишь 4 дня, на 5-й день он погиб, не выжил. Тоже сделала чучело из него
уже Людмила Валентиновна. Очень нравится пушистый уголок детям. Достаточно много их в доме охотников. Есть и редкие экземпляры. О каждой своей работе женщина может рассказать подробно. Не только о том, как продвигался процесс, но и о заказчике и о животном. Я себе сделала из редких частично. Вот это вот журавль мне приносили на Нелике. Один охотник, он его спутал с гусем. А ведь это очень редкий журавль. Это не белый, конечно, стерх, но это черный журавль, который вообще-то в международной красной книге. А он принес, говорит, слушай, говорит, а что мне с ним делать? Говорит, ну я его, говорит, в темноте принял за гуся. Ну и убил, да? Ну, он говорит, выбрасывать жалко, говорит, а мне... Хорошо, вот я забрала, сделала. Вот этого мне принесли в 98 году, тоже охотники добыли на реке Нюи, якуты. И они вот мне принесли и говорят, ну, нам вроде тоже не надо, может, вам, говорит, жалко выбрасывать все. Это вот цапля серая, она тоже вообще-то в Якутии у нас не водится, это залетные. Вот. Желна дятел, есть они у нас, но редкость уже большая. Сороки вообще появились только недавно. Это мне один тоже принес, говорит, блин, говорит, там у лошадей начало это, я говорю, ну и зря. У нас вот пара живет, кстати, здесь сорок. Я очень люблю этих птиц. Я с удовольствием за ними наблюдаю, все. Поэтому это вот мне тоже принесли, тоже краснокнижный. Это кречет, не кречет, это сапсан. Он в книге Гиннесса рекордов, потому что это единственный сокол, который достигает в пике 300 километров, развивает скорость. А это совы, они у нас не являются редкостью. Это бородатая неясыть. Вот, но их мало стало. Это которые в капканы попадают. Ставят-то на соболей, а попадает туда зачастую всякая другая живность. Туда и дятлы попадают, и летяги, белки, и норки бывают. Ну, в общем, всякие горностаи. И вот совы попадают. А вот та сова – это длиннохвостая неясыть. Они у нас есть здесь. Это наши виды сов якутские, но... Да, тоже редковато стали. Людмила в некотором смысле дарит птицам и животным новую жизнь. И мастеру хочется, чтобы они были красивыми. Поэтому старается героиня нашего репортажа на все 100%. Чтобы перышко лежало к перышку, волосок к волоску. Тщательно выбирает позу животного, сверяет по энциклопедиям цвет глаз, размеры. На изготовление каждого из чучел уходит определенное время. Чем оно больше, тем больше его затрачивается. Все зависит от того, что именно приносят. Белку сделать – это одно время. Но, извините, например, сделать голову сахатова или медведя – это, конечно, совсем другая и работа, и время, и совсем другой профиль. Чем комплектуют? Ну и что у них внутри? Не, ну там сложно, на каждое чучело идет разное совсем. Там и проволока, и пенопласт, и накрутки, а крупные чучела делаются методом папье-маше, то есть делаются формы, вылепка, все это собирается. Это очень сложные процессы, и в зависимости от того, что именно хотите сделать, от того и технология. Ежегодно в октябре Людмила выезжает на свои угодья. Живет в тайге несколько месяцев. В этом году она сезон охоты пропустила. Первый раз за много лет. В этом году муж был, а я не пошла, только из-за той причины многие охотники нынче в лес зайти не смогли, потому что вот в сентябре был, 26 сентября шел дождь, потом он перешел в снег. Здесь-то внизу потом снег растаял, а у нас на сопках, и вот у наших соседей вот эти сопки пошли, там он как лег, и он больше снег не сошел. А из-за того, что сперва дождь, потом ледяной, это вот так вот все легло. Ни одна техника пройти не могла. Ни буран, ни пешком, даже собаки не совались в лес. Поэтому муж у меня отохотился на низине, вот напротив 9-этажек. У нас вот низовое зимовье стоит. Ну, она маленькая. Там 1,5 километра туда и внутрь полкилометра. Поэтому одному мужу там делать было нечего. Говорю, ну я не пойду, вдвоем там толкаться смысла нет. Когда вот весь участок был, у нас же большой, не вот эта низинка, то когда охотники выходят, остаются путики с капканами. Ну и там какое-то время прилежаешь, проверяешь. Нынче мы ничего этого делать не стали, потому что наверх попасть невозможно. А здесь внизу мы вынуждены, как только река встает, убирать капканы, потому что начинают бежать с города собаки туда бродячие. Ну все, они очищают все, они снимают приманки, они снимают все, что попадает, смысла не встает держать. И мы закрываем. Вот он вышел, мы этот путик закрыли. А наверху у нас нынче нет, потому что там невозможно было охотиться нынче. Поэтому все, на этот сезон мы закончили охоту. Охота – увлечение по душе, но это одновременно и тяжелейший труд. Некоторые думают, охота, пришли, собрали соболей, сдали, обогатились на этом. Это тяжелейший труд на самом деле, это очень тяжелая работа. Рубить, ходить уже сил нету. Раньше мы с мужем вдвоем, вот 2 топора берешь и пошла. А вот эти же все вот наклоняются, те же путики, но не пройти иногда невозможно.
невозможно. Вот идешь и рубишь. Но сил уже тоже не так. Вот действительно, это махать, ой-ой-ой, иногда в зимовье на четвереньках приползаешь. Очень тяжело. Несмотря на все сложности и преклонный возраст, перестать охотиться Сыпачевы не могут. Ведь это не только источник получения средств для существования, но и любовь всей жизни. Сегодня Людмила, пока за окнами никак не закончится зима, топит печь дома, чистит снег, занимается рассадой любимых цветов и ждет с нетерпением лета, чтобы восполнить пробел в сезоне охоты, выездами на рыбалку и полетами на параплане. Да-да, полетами на параплане. Людмиле Валентиновне 63, и эта женщина полна сил и энергии, и она готова летать, пока есть силы. Желание есть всегда. Сколько уже на параплане? Я в 2007 году приобрела. А это вот уже 14-й сезон нынче. Я продолжаю летать, в принципе. Да, он тяжелый. Там надо подняться с ним, это силы. Но пока еще хватает. Но у меня, правда, было неудачное это в 2013 году. Неудачное падение получилось. Я повредила позвоночник в 2 местах. Один у меня сплющился позвонок от удара и получила поясничный, там трещину. Но я, в общем-то, пролежала здесь в больнице. Я залетала вот на этой поляне, где вот вышка стоит, тут же свободная поляна. И в неудачном месте, не на той высоте, вот резко заглох мотор. Мне было некуда садиться, и получился у меня посадки. Я только-только успела развернуть, чтобы не вырезаться в сарай. И получился удар об землю. Я просто не успела выровнять парашют. У меня высоты не хватило его вернуться и сесть на площадку. Но героиню нашего репортажа это неудачное падение и травма не остановили. Она продолжает летать. Женщина признается, летать – мечта ее детства, поэтому преодолеет все сложности, но от нее не откажется никогда. Она душой очень молода у нас. Мы с ней общаемся как подруги все. Мы приходим к ней как вот, да, по возрасту подружки. И поэтому параплан – это ее тоже замечательное увлечение, этот полет. Я говорю, она у нас необыкновенный человек, и поэтому вот все ее увлечения, они приносят ей только удовольствие, ну и удовольствие нам, потому что у нас такая замечательная тетя. Александр Васильевич Саморцев знаком с Людмилой Валентиновной уже более 40 лет. Характеризует женщину как интересного, разностороннего человека, всегда готовую к новым идеям и новым открытиям. И она делала такие чучела вначале белочек и так далее, там небольших птиц. И со временем она такого мастерства достигла. Вообще я удивлялся, когда встречал ее работы далеко за пределами нашего Ленского района. Ну и вот. И Людмила вообще очень удивительный человек. Она еще и в спорте активная такая. Вот я лет 20 назад приобрел мотопараплан. Через несколько лет Людмила подходит. Вот, мол, у меня сын, у меня муж, мы бы тоже хотели этим заняться. Смотрю, Людмила сама летает и летает, летает и летает. И уже, в общем-то, такой стаж у нее хороший, большой. И она, ну, смелая, молодец, просто смелая. И, как говорят, если в человеке есть талант, наверное, он талантлив во всем. Наверное, это вот касается нашей Людмилы. Мы очень, в общем-то, парапланеристы все ее уважают, потому что она молодец. Что касается достижений, то главным, по мнению Людмилы, на сегодняшний день является то, что в Ленском районе нет женщин, да и мужчин с профессией таксидермист. Женщин-охотниц тоже не встретишь, да и мужчины признали в ней равную. Это дорогого стоит. Она доказала, что имеет свой стиль и свою манеру, которая многим нравится. А что может быть ценнее? Сегодня из-за болезни рук Людмила практически завершила свою карьеру таксидермиста. Женщине немного грустно от этого, но она все так же будет уделять время небольшим заказам, на которые у нее будет хватать сил. Теперь в приоритете охота, рыбалка и полеты на параплане, а значит много новых идей, новых открытий и ступенек роста. И кто знает, может и очередное новое увлечение тоже еще впереди.